Решить целый ряд многолетних проблем, главная из которых нехватка мест в школах, удалось в Ингушетии благодаря новому учебному заведению, крупнейшему в республике. 1500 ребятишек теперь будут учиться недалеко от дома, забыв о третьей смене. Репортаж Муслима Басханова. День знаний в этой школе настал позже, чем в других. Накануне вечером здесь шли последние приготовления. Мыли полы, чистили окна, развешивали стенды. Все, чтобы успеть к учебному году теперь уже в самой большой школе Ингушетии на 1500 детей. Здесь очень интересно. Тем более ее только построили, она такая красивая. До этого дня в Магасе было всего 2 школы, и в них мест катастрофически не хватало. В классах было минимум по 35 учащихся. Многим приходилось ездить в соседние населенные пункты. Теперь эта проблема решена. Ездили на такси. Также девочка у меня в садике. Тоже в садик пришлось и его возить. Были очень большие неудобства и в финансовом плане, и по времени. Больше 60 классов для занятий современным оборудованием и масса возможностей для дополнительного образования. Именно здесь появился первый в Ингушетии школьный технопарк. Абубакар Ильясов говорит, что увлекается робототехникой. Рад, что есть и такая секция. Часть этого робота сделана из... Вот эта часть, допустим, сделана 3D принтер. Это вся пластиковая часть сделана из 3D принтера. А все остальное мы уже сделали сами, нацепили датчики и настроили его. И для чего нужен? Ну, он поднимает вещи и перетаскивает. А это класс кулинарии. Первый урок о сервировке стола. Говорят, девочки на Кавказе должны уметь принимать гостей с малых лет. Это необходимо даже девочкам. Это нужно знать обязательно. Я бы даже сказала не то, что девочкам, даже мальчикам. Девочки, помимо прочего, учатся не только накрывать столы, но и играть в шахматы. Они помогают думать, лучше развивать. А еще занимаются спортом. Художественная гимнастика для Ингушетии направление новое, поэтому тренеров пригласили из других регионов. Спортзалов здесь 4. Можно заниматься и настольным теннисом, и единоборствами. Многие родители говорят, жаль, что не всем детям довелось ходить в такую школу. У меня 4 детей уже отучились. Такой школы еще не было. Очень много кружков. Мы даже не знаем, какие кружки выбирать. Для многих республик Северного Кавказа, где традиционно большие семьи, проблема обучения в 2 смены очень актуальна. В таком режиме в Ингушетии работают больше половины школ, но проблема решается, ведь еще несколько лет назад работали и в 3 смены. Мы сейчас 10 школ в этом году не сдали бы, у нас была бы 3-сменка снова. Поэтому у нас ее не будет, и в следующем году, если мы по плану проекты выполним, то я не думаю, что в ближайшие 10-15 лет у нас будет 3-сменка. И это первое. И второе, мы благодаря этим школам снимаем напряженность и в 2-сменке. Еще день без домашних заданий. Лето ребята проводили, выпустив в небо сотни воздушных шаров. Муслим Басханов, Ибрагим Амирханов, Ислам Старханов. Первый канал. Республика Ингушетия.